Мы предлагаем подумать о создании большого евразийского партнерства с участием Евразийского экономического союза. Европейский бизнес хочет и готов сотрудничать с нашей страной. Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского форума. Все оставшиеся дни мы планируем провести так сплоченно и дружно. Благородная эстафета продолжается. Шатер Рамадана на территории администрации Назрани принял на праздничный ифтар всех желающих. Журналист выслушивает проблемы, которые есть у читателя. После этого мы разбираем эту проблему. СМИ в помощь. С чем сегодня обращались в народную приемную газеты «Аргументы и факты. Северный Кавказ». Любой педагог может принять участие. За нравственный подвиг учителя в конкурсе Минобрстраны и Русской Церкви приняли участие педагоги, вдохновляющие своим трудом. Актеры театра «Современник» готовятся показать зрителю новый захватывающий поединок души и обстоятельств. Репетиция листа ожидания. Это новости 24, в студии Лейла Цурова. Добрый вечер. Эмоциональным и ярким на Петербургском форуме стало выступление лидера Владимира Путина. Он отметил, что Россия за эти годы прошла огромный путь, показала свою способность отвечать на вызовы времени, а в чем-то и опережать его, сохраняя самобытность. Президент России также подчеркнул, что страна с уверенностью смотрит вперед и связывает свое будущее с широким сотрудничеством в интересах развития. И пригласил всех к совместной работе. Напомню, в работе форума принимает участие и глава Ингушетии. Репортаж Индиры Манкиевой. Свое выступление Владимир Путин начал с оценки глобальной экономики, отметив, что структурные проблемы в ней сохраняются. Но при всем при этом, как отметил глава государства, наша страна смогла решить наиболее острые вопросы и вправе рассчитывать на благоприятное экономическое будущее. Ведь экономика России накопила достаточный запас внутренней прочности. Введение санкций в какой-то мере даже пошло на пользу, ведь только так мы увидели целый ряд внутренних инициатив и импортозамещения, и концентрация на собственных усилиях в сельском хозяйстве, и создание венчурных фондов для стимуляции различных секторов российской экономики. Также в своем выступлении Владимир Путин отметил, что необходимо создать большое евразийское партнерство с участием Евразийского экономического союза, Индии, Китая, стран СНГ и других государств, потому как задачи, стоящие перед странами, и экономические, и политические, можно решить только вместе, выстраивая кооперационные связи. Мы предлагаем подумать о создании большого евразийского партнерства с участием Евразийского экономического союза, а также стран, с которыми у нас уже сложились тесные отношения. Китай, Индия, Пакистан, Иран и, конечно, имею в виду наших партнеров по СНГ. Проект Большой Евразии открыт, безусловно, и для Европы. И уверен, такое взаимодействие может быть взаимовыгодным. Европейский Союз, несмотря на все проблемы в наших отношениях, известные проблемы, остается ключевым торгово-экономическим партнером России. Так, глава страны отметил, что европейский бизнес хочет и готов сотрудничать с нашей страной. Политикам нужно лишь пойти навстречу бизнесу, проявить мудрость, дальновидность, и подчеркнул, что нашей стране нужно вернуть доверие в российско-европейские отношения и восстановить уровень взаимодействия. Мы помним, с чего все началось. Россия не была инициатором сегодняшнего развала, разлада и проблем, введения санкций. Все наши действия были и остаются исключительно ответными. Но мы, что называется, как у нас в народе говорят, зла не держим и готовы идти навстречу нашим европейским партнерам. Но это, безусловно, не может быть игрой в одни ворота. В ходе пленарного заседания Путину было дано поручение правительству страны ускорить процесс снятия всех барьеров для развития технологий будущего, отметив, что в ближайшие годы планируется приступить к широкому техническому обновлению секторов промышленности. Для решения подобных перспективных задач запущена национальная технологическая инициатива. В ней участвуют ведущие представители науки и высокотехнологического бизнеса. Перезапустить рост пока не удается. Кстати, с экономической неопределенностью, с исчерпанием прежних источников роста в известной степени связана и нынешняя геополитическая напряженность. Есть риск, что она может усилиться, даже искусственно провоцироваться.
Собственно, уже сегодня мы видим попытки закрепить за собой или даже монополизировать выгоду от технологий нового поколения. Отсюда, как мне думается, и создание замкнутых регуляторных пространств с барьерами для перетока прорывных технологий в другие регионы мира. Еще одно важное направление в развитии экономики – это поддержка предпринимателей с перспективными идеями. Президент страны отметил, что создается программа по развитию малого и среднего бизнеса. Продолжая эту тему, Владимир Путин обратил внимание на действия региональных властей. По словам президента, уже сформировалось ядро лидеров, которые традиционно занимают строчки рейтинга эффективности. Прошу правительства совместно с деловыми сообществами подумать о дополнительных механизмах поощрения лучших региональных управленческих команд. И напротив, будем принимать серьезные меры, вплоть до кадровых решений, в отношении тех руководителей регионов, которые не понимают, что поддержка бизнеса – это важнейший ресурс развития региона и всей страны. Хочу, чтобы меня услышали мои коллеги в регионах, прежде всего руководители. Также один из не менее важных вопросов, затронутых главой государства, является и образование. Владимир Путин в своем выступлении отметил, что одаренных детей нужно обязательно поддерживать и создавать условия, мотивирующие их на новые достижения в той или иной науке. И один такой проект уже запускается в Сочи. В скором времени там откроется центр для школьников со всех регионов, которые проявляют особые способности в спорте, в искусстве, проще говоря, во всех естественных науках. Индира Манкиева, Новости 24. Накануне вечером десятки постящихся жителей региона, в том числе многодетные и малоимущие семьи, могли вместе провести ифтар в шатре, организованном администрацией Назрани. Гостей встречали блюдами национальной кухни и приготовленным на костре узбекским пловом. На праздничном ужине побывал и наш корреспондент Руслан Албогачиев. Благословенный месяц Рамадан вознаграждение за одно благое дело записывается в тысячекратном размере. Поэтому главной целью благотворительных ужинов в месяц Рамадан является довольство Аллаха. Разъяснение главного предписания для всех верующих – быть милосердными к ближнему своему. У меня есть пост с самого первого дня, и мне очень приятно его держать. Никаких сложностей я не видела. Погода стоит, как вы видите, самым наилучшим образом, да? Мне кажется, все очень прекрасно, очень хорошо. Накануне вечером в назранском шатре Рамадана собралось более 50 человек. В основном это многодетные семьи и малоимущие, которые приглашены на разговение. Вышла на улицу цветы посмотреть. Вдруг смотрю, люди, это чай, там плов все делает. И почему мне не пойти, пойду я и посижу, домой пойду. Вот я вышла. Присоединиться к вечерней трапезе и разделить ужин ифтар после окончания дневного поста мог каждый желающий. Стол для гостей украсили изысками национальной кухни, но главным блюдом все же стал ароматный узбекский плов, приготовленный в большом котле. У нас тоже ифтар делает плов, угощает людям. У нас национальное блюдо плов. Кушайте на здоровье, чтобы мир был. Всем поздравляю месяц Рамазаном, который вы держали урза, чтобы Аллах принял, чтобы мир был. Сотрудники администрации Назрани постарались устроить для постящихся праздничный ужин, чтобы разговение после долгого дня получилось не просто сытным и вкусным, а еще и приятным. На праздник ифтара пришли самые маленькие жители города, благодаря которым в шатре царила непринужденная атмосфера. Такие мероприятия – это объединяющие мероприятия. Люди активно пришли, откликнулись. То есть настроение у всех приподнятое. И все оставшиеся дни мы планируем провести так сплоченно и дружно, собираться каждый вечер на этом месте. Рамадан – это великая милость для людей, вне всяких сомнений. Именно в благотворительный месяц мусульмане со всей искренностью должны проявлять такие качества, как милосердие и щедрость. Руслан Албогачиев, Рамзан Зурабов, Новости 24. В районе Кашевского круга, рядом со строительным рынком Карат и по улице Тутаевой, полностью обновляют дорожное покрытие. Меняют асфальт, продумывают ливневки, устанавливают бордюры и строят тротуары. Водители временные неудобства, связанные с объездом этого сектора, воспринимают с пониманием. Ждать осталось недолго. Большую часть работы уже сдадут через несколько недель.
Изношенный бордюрный камень, трещины на асфальте, обвалы на дороге – это и стало главной причиной, чтобы рабочие начали капитальный ремонт улицы Тутаева, главную магистраль, ведущую в город Назрань. Эта дорога за последние годы стала настоящим испытанием для водителей и их авто, ведь капитальный ремонт по улице не проводился с момента ее открытия. Никаких переделок, асфальт будет меняться полностью. Самая пыльная работа позади. Старый слой покрытия по всей протяженности дороги рабочие уже сняли. Мы начали работы примерно месяц назад. Значит, как известно, эта дорога была в изношенном состоянии. Были многочисленные просадки на дорогах в связи с тем, что водопроводная линия здесь пролегала под проезжей частью, поэтому были везде порывы водопровода, и поэтому были просадки. Это раз. И во-вторых, за последние годы интенсивность транспортного движения увеличилась, поэтому нагрузка на автодорогу тоже увеличилась. Поэтому дорога, покрытие асфальтового износилось. Износилось – это еще мягко сказано. Раньше на этом участке улицы были огромные трещины и ямы. От бордюров вовсе остались лишь крошки камня и металлическая конструкция. Но теперь все это автолюбители позабудут, как страшный сон. Рабочие обещают закончить капремонт быстро и по всем современным стандартам, вплоть до ливневок. В рамках капитального ремонта производим исправление продольного профиля. То есть, проще говоря, мы создаем уклоны автодороги, чтобы для улучшения водоотвода, ливневых вод. Дело в том, что раньше до капитального ремонта на этих участках дорог часто накапливались огромные лужи, что доставляло неудобства и автомобилистам, и пешеходам на тротуарах. Поэтому мы решили исправить продольный профиль, создаем уклоны. В некоторых местах мы производим выемки, убираем бугры. В общем, плавать здесь больше не придется. Тут и там трудятся рабочие бригады. Пока одни устанавливают бордюры, другие заняты тротуаром. Рабочие спешат доделать магистраль, поэтому ни пост, ни палящее солнце не станут причиной сбавления оборотов. И начиная с глубокой ночи у нас подрядчик выводит свои бригады, технику, и где-то с 3 часов ночи начинаются все работы, и таким образом ненормированно работает подрядчик. С тем, чтобы до наступления наших праздничных дней, чтобы у нас не было ни одного участка автодороги, где нет асфальтового покрытия. Мы со своей стороны обещаем, что праздничные дни на этой дороге можно будет спокойно проезжать, и не будет тех участков, где нет асфальтового покрытия. Из-за ремонта дороги многим водителям ежедневно приходится объезжать этот участок улицы через переулки. Но автолюбители подходят к этому вопросу с пониманием, ведь совсем скоро по улице Тутаева можно будет прокатиться, как говорится, с ветерком. Пробки сейчас бывают, так как приходится объезжать. Конечно, если сделают, будет комфортно, удобно. Основные ремонтные работы ведутся на двух самых проблематичных участках в районе Икажевского круга и рядом со строительным рынком Карат на пересечении улицы Школьная. Дело в том, что в прошлом году здесь прокладывали канализационный коллектор. По завершению своих работ бригада просто оставила без внимания. Огромные ямы появились впоследствии их же работ. Теперь все это уже выровнено на 70%, подготовлено под укладку асфальта. На этом участке производим выемку грунта на большую глубину, потому что грунт очень слабый, подмоченный, никак не стабилизировался за это время. Поэтому мы вынимаем этот слабый подмоченный грунт, заменяем его на песчано-гравийную смесь, укатываем послойно. Видите, техника стоит. Я думаю, что в ближайшее время мы в течение этой недели закончим на этом небольшом участке, мы закончим все работы. Остается чуть больше 2 недель, и улица Тутаева приобретет новый облик, но пока только до рынка Карат. Ну а до конца лета дорожники обещают сдать всю улицу протяженностью свыше 3000 метров. Руслан Албогачиев, Рахман Цуров, Новости 24.
Помочь в приобретении лекарств для ребенка или посодействовать в получении компенсации от недобросовестных строительных организаций. Жители региона с самыми разными вопросами и проблемами сегодня обращались в народную приемную газеты «Аргументы и факты. Северный Кавказ». Издание подобную акцию в нашем регионе проводит впервые. Людей выслушивают в присутствии представителей различных организаций и ведомств, чтобы разобраться, как говорится, на месте. По итогам этой встречи выйдет печатный материал. Мадина Пугоева продолжит. Радха Тачиева стала одной из первых, кто смог лично пообщаться с журналистами газеты «Аргументы и факты». Женщина сетует на то, что здание одной из школ в Карабулаке находится в аварийном состоянии. Поэтому даже занятия в стенах этого учебного заведения проводить небезопасно, уверена она. Построена она в 1961 году. Я уже не говорю об условиях, что хотелось пожелать, конечно, и спортзал, чтобы был, и столовая, и благоустроенный двор, чтобы был у нас. Журналисты выслушали жалобу женщины и обещали приложить все усилия, чтобы помочь школе. В этом вопросе СМИ, как говорится, четвертая власть. Поэтому сотрудники этого печатного издания обещают напечатать и выпустить статью о проблемах местных жителей, привлекая к решению вопроса и региональных чиновников. Именно с этой целью двери народной приемной открыты для всех желающих. Обязательным является присутствие здесь представителей различных ведомств и организаций, чтобы при возможности решить некоторые проблемы на месте. Журналист выслушивает проблемы, которые есть у читателя. После этого мы разбираем эту проблему, чей это вопрос, какой исполнительной власти или это других подразделений каждой республики, или это проблема какая-то общерегиональная. В этом случае мы освещаем, во-первых, ее на страницах нашей газеты, во-вторых, мы обращаемся в исполнительные органы, которые непосредственно должны знать и должны решать эти проблемы. Тематика обращений различная, начиная от помощи в приобретении лекарств больному ребенку и заканчивая вопросами социальной сферы. Кто-то сетует на некачественную работу строительных организаций, другие отчаянно пытаются получить заслуженные выплаты, а кто-то и вовсе столкнулся с проблемой коррупции. Впрочем, обращающихся оказалось не так много. За первый час приема к журналистам газеты «Аргументы и факты» обратилось около 20 человек. В их числе и Абуизид Ювлоев, который, будучи вынужденным переселенцем из Чеченской Республики, уже несколько лет пытается получить заслуженную, по его мнению, компенсацию. Получившие компенсацию после экономического кризиса 1998 года не смогли обустроиться за эти деньги. Это были от 70 до 135 тысяч рублей, которые невозможно было купить за это даже земельный участок. Эти деньги мы проели, потому что на питание пошли, на лекарства, на аренду помещения. Не было работы, положение было трудное в то время. Газета «Аргументы и факты» тесно сотрудничает с Почтой России. Это позволяет читателям быть в курсе самых последних новостей, в том числе узнать дату и время проведения очередной народной приемной. Заинтересованность в подписке все больше, потому что журналисты помогают решить эти вопросы. Поэтому люди приходят и подписываются на газету, на нашу почту. Журналисты газеты приехали в Ингушетию впервые, однако организаторы народной приемной надеются, что такие встречи с населением станут традиционными и принесут максимум пользы. Возможно, в следующий раз желающих прийти на прием и озвучить проблему будет на порядок больше. Мадина Пугоева, Сурхо Кусиев, Новости 24. В этом году в Ингушетии была зафиксирована вспышка эпидемического паротита. Это вирусное заболевание затронуло не один населенный пункт. Болели как дети, так и взрослые. Правда, в основную зону риска попали именно те, кто в свое время отказался от обязательной вакцинации. Обсудить ситуацию на сегодняшний день собрались республиканские работники медицины. На конференции присутствовала Марина Котеева. Эпидемический паротит, в принципе, все знают. Это острое контагиозное вирусное заболевание, характеризующееся поражением в первую очередь железистых органов. Для обсуждения этого недуга, вспышку которого пару месяцев назад зафиксировали в республике, решили провести такую встречу. На конференции отмечают, что будет не лишним напомнить о клинике течения, осложнениях и профилактике болезни. Да и ежегодные встречи для медработников по всем видам инфекций с сопровождением докладов и презентаций, помощь от своих же коллег в поиске активных решений в борьбе с вирусным заболеванием. Мы проводим это мероприятие с целью какой? Для медицинских работников какие-то новации, какие-то новшества, которые произошли в медицине, мы доводим до них именно вот этими докладами, этими презентациями, которые мы проводим. И медработники бывают в курсе всего, потому что не у всех получается выезжать
в Москву, в Санкт-Петербург и в другие субъекты, чтобы именно пройти повышение квалификации. Эпидемический паротит или попросту свинка – очень коварное заболевание, сопровождающееся серьезными осложнениями, такими как менингит, энцефалит и даже бесплодие. Вспышки заболеваний были зафиксированы в различных населенных пунктах республики. Причем болели не только дети, но и взрослые, которые переносят болезнь гораздо тяжелее. Но комплексные меры республиканских медработников помогли предотвратить рост числа заболевших и не затянуть их в омут паротита. Болели у нас люди, дети в основном, которые были привиты. Но сейчас ситуация стабилизировалась. У нас проведена по республике подчищающая иммунизация. Что такое подчищающая? Это дополнительная иммунизация. Мы охватывали тех людей, которых мы не успели охватить, когда у них был или медотвод, или отказ был. Поэтому даже те, кто отказывался, они сейчас очень активно шли на эти прививочки. Кстати, отказники, точнее их дети, оказались в зоне риска, ведь своевременная вакцинация дает возможность избежать заболевания. Наиболее часто свинкой болеют дети в возрасте от 5 до 15 лет. Таких детей прослойка оказалась большая, и заболеваемость выросла. Если раньше это не отмечалось, потому что 90-95% детей были привиты, то сейчас это сказалось. Вот по нашей поликлинике мы обслуживаем город Назрань, город Магаз. У нас заболеваемость с начала года 35 детей. Из них 19 детей не привитых. Они, конечно, болеют гораздо тяжелее, чем привитые дети. Впрочем, одной прививки мало, необходима еще и вторая, ведь по графику вакцинацию проводят в год и в 6 лет. И чем старше ребенок, тем тяжелее он переносит болезнь. Все заболевшие дети прошли амбулаторное лечение, благо обошлось без осложнений. Впрочем, у врачей был еще один повод для радости – осознание родителями того, что они сами создали проблему для своих же детей, отказавшись от вакцинации. Сейчас мы проводим активно второй этап вот этой прививочной работы. То есть те дети, это подчищающие, те дети, которые не были привиты, отказались по каким-то причинам, мы вновь их приглашали. Среди них 70% получили прививки, поэтому работа в этом плане идет. Сейчас последний месяц уже инфекция пошла на убыль. Если не привиты 2 или 3 детей, это еще не так страшно, но если 70 или 80%, то это только плюс резкому скачку заболевания. Поэтому прежде всего родители должны задумываться не только о здоровье своих детей, но и тех, кто находится рядом с ними. Марина Катива, Рахман Цуров, Новости 24. 13 работ наших педагогов были направлены на конкурс за нравственный подвиг учителя. Несколько из них стали лауреатами. Сегодня в Ингушетии прошло итоговое заседание экспертной комиссии конкурса. Отмечу, что он в свое время был организован Министерством образования и науки страны и Русской православной церковью. Таким образом, решили поддержать преподавательскую миссию. Подробно обо всем расскажет Ирина Цчоева. Итоговое заседание экспертной комиссии конкурса за нравственный подвиг учителя проходит в Ингушетии впервые. Идея его проведения именно среди педагогов, преподающим школьникам и студентам до 20 лет, возникла у Министерства образования и науки России и у Русской православной церкви в те тяжелые времена, когда учителя, бросая работу в школе, уходили в бизнес. Тем, кто остался, несмотря на трудности, и совершили подвиг ради детей и знаний, посвящен сегодняшний конкурс. Святейший Патриарх и стал инициатором того, чтобы совместно государство и церковь основали такое мероприятие, как Всероссийский конкурс за нравственный подвиг учителя, чтобы отбирать работы тех педагогов, которые вносят значимый вклад в воспитание ребенка. Не нарушая свою традицию, конкурс проходит уже в 11-й раз. Проходит он в 3 этапа – региональный, межрегиональный и всероссийский. В числе участников 86 педагогов со всего Северокавказского федерального округа. У нас 7 номинаций существует, и любой педагог может принять участие, как педагоги из детских садов, из высших учебных заведений, средних учебных заведений, из техникумов. Любой педагог. Из представленных участниками работ, в которых отражается богатый опыт педагогической практики в области духовно-просветительского и гражданско-патриотического воспитания, экспертная комиссия выбрала лучшие со всего СКФО. Из нашей республики на межрегиональный этап были направлены 13 работ, несколько из которых стали лауреатами конкурса. Второе место разделили Целоева Маден Яхьяевна, учитель истории и обществознания, лицей номер 1 города Назрани. Работа «Живая память» к 20-летию образования Республики Ингушетия. И работа Рауда Оксаны Владимировны,
из Республики Дагестан, город Избербаша. Должны провести еще один этап, куда мы должны пригласить всех победителей этого конкурса. Надеемся также провести в организационном плане хорошо. Финал конкурса и награждение победителей и призеров пройдет у нас в республике в ближайшее время. На торжественном мероприятии примут участие высокие гости из Русской Православной Церкви и видные государственные деятели. Рина Цычоева, Ильяс Дасхоев, Новости 24. Итоги работы за первое полугодие регионального комитета по экологии и природным ресурсам сегодня подвели на заседании коллегии. На повестке дня вынесли несколько вопросов, и, пожалуй, главный из них – это несанкционированные свалки на территории региона. В частности, говорили о мусорных полигонах в Карабулаке и Кажеве. Здесь же прошло чествование молодых экологов республики. Зеленым пионерам вручили грамоты и удостоверения инспекторов общественных экологов. А местных властей еще раз призвали уделять пристальное внимание вопросам экологии в своих населенных пунктах. Пришли к выводу, что необходимо еще усилить работу в этом направлении. Выработанный ряд мер по итогам коллегии, по итогам обсуждения вопросов, которые будут в ближайшее время реализованы. Каждый день, выходя из дома, когда видишь все эти улицы, мусор везде валяется в неположенных местах, отсутствие урн, это, конечно, портит настроение, поэтому ты хочешь, чтобы у тебя Ингушетия, твоя родина была почище. В Нижних Ачалуках завершается строительство вместительной школы на 540 учеников. Здание возводят оперативно. После ввода этого объекта в селе не уйдет проблема трехсменки. Сейчас благоустраивают территорию, ну а старое помещение просто снесут. Репортаж Тамерлана Хамхоева. Небольшая комната и посередине теннисный стол. Такое можно увидеть во многих школах, однако не в каждой это называется школьным спортзалом. Таких проблем внутри учебного заведения много, не считая того, что снаружи. Само здание давно устарело. Школа здание, те же здания, разваливаться даже, стянуть пеныш, арматуры, швеллер, что они имеют еще, и что лакет, тонус здание, здание. Сакты пара, хая ремонт, сосудцухше. Дагра, хающа, юг, пеныш, да, это алигиш. Постоянно ремонт повторять, обновлять, расходы Впрочем, это лишь экскурс в прошлое. Учащимся теперь строят новое здание, в котором не будет ни трехсменки, ни других проблем. А вот в новой школе сразу два спортзала, малый и большой, также пищеблоки и учебные лаборатории. А во втором блоке на всех 3 этажах учебные классы. Школа рассчитана на 540 ученических мест. Строительство начато в конце 2015 года и продолжается быстрыми темпами. На этот момент завершена кладка стен, проведены монтажные работы и почти готова вентиляция здания. В ближайшее время рабочие приступят к благоустройству прилегающей территории. Здание у нас идет двухуровневое, двухэтажное и трехэтажное. Сами учебные корпуса трехэтажные. Вспомогательный блок, где пищеблок, и актовый зал двухэтажный, и спортзал, 2 зала. Есть большой зал 12 на 24 и малый зал для младших классов 10 на 12 помещений. Сам здание разбит на 6 блоков. Каждый блок разделены температурными швами, полностью отдельные. Бригада Багаудина Костоева работает на этом объекте с самого начала строительства. Мастер признается, что учебные заведения, особенно школы, строить приятнее всего. Сегодня мы сварочную лестничную площадку делали и между плитами бетон заливали. С этого села более 100 человек в этой школе работает. Давно мы мечтали иметь, чтобы нам построили новую школу. Так как у нас школа с 24 года, сколько мы ремонт не делали, старая школа есть старая. Мы мечтали иметь вот эту школу. Муслим Костоев занимается сварочным делом вот уже почти 20 лет. Сейчас он занят очень ответственной работой. Сваривает балки лестницы на все 3 этажа. Наша работа очень хорошо продвигается. Мы в основном на этом объекте работают люди с нашего села. И мы работаем с удовольствием, так как это делается для нас все. Мы работаем с удовольствием. Как только строительство завершится, здание старой школы, кстати, оно по соседству, снесут, а на его месте построят спортплощадку для занятий футболом, баскетболом и другими популярными видами спорта. Тамерлан Хамхоев, Рахман Цуров, Новости 24.
Они защищали родину, и сегодня мы вспоминаем их подвиги. Магомед Состабеевич Албаков прошел почти всю войну разведчиком. Под его командованием была обнаружена и разбита немецкая разведгруппа. Сам был ранен. О подвиге старшины Албакова в 1941 году писали все газеты. Этот человек был удостоен высоких наград. Его нет в живых уже 16 лет, но он оставил после себя дружную семью, которая лелеет память об отважном деде. Репортаж Хади Добриевой. В 1940 году Албаков Магомед Состабеевич, мой отец, с должности зампредседателя райисполкома уходит в армию. Дома у него остаются родители. Единственный сын у родителей Магомед Албаков был призван в армию в 27 лет и направлен в 11-й запасной танковый полк в город Луга Ленинградской области. Оттуда в сентябре его переводят в 24-й отдельный разведывательный батальон, который весной 41-го перебазируют в город Пушкин. Войну Магомед Албаков встретил там же, в звании командира бронемашины и замкома взвода. Его батальон сразу же отправляют на передовую, а Магомед вместе с несколькими сослуживцами все время проводит в разведке с командиром Хрустицким. Он говорил, такой смелый человек. Я никогда не видел такого смелого боевого товарища. И очень тяжело переживал по поводу его кончины. Однажды они должны были вместе поехать в разведку, а у моего отца пошла носом кровь, и он не смог выехать. И Хрустицкий поехал вместо него. И в этом бою Хрустицкий погиб. Из разведки шитом барёр, суалыр. Они алче, тогда важно бьёшься, хохолыш, хунус хватилыш, халбах варзёх. Сам ветеран о войне рассказывал часто, но немного, всякий раз обрывая себя на полусловие, не желая вспоминать все тяжести, пережитые в годы войны, но до конца вспоминал своих товарищей и командира, с которыми он прошел не один тяжелый бой. Он говорил, что с ним служил еще один чеченец. Он погиб во время разведки, и он похоронил его сам, как положено по нашим обычаям. Потом, после того, как он после войны демобилизовался и приехал, мы уже вернулись с Казахстана, он нашел его отца, он еще тогда был жив, и рассказывал ему, какой был его сын, как они служили, как они воевали. О боевом пути Магомеда Албакова родственники знают и из газетных статей того времени. Еще в 1941 году в октябрьском номере газеты «Известия» вышла статья под названием «Глубокая разведка», в которой напечатали о том, что под командованием старшины Албакова была полностью уничтожена вражеская разведгруппа. Сам старшина тогда получил контузию и 2 ранения. بيس حد يالوريخ ده سير دشتينا صودق عجيت شتو بس كور دوم يريج كور حقيتي هم بارجيتسوش دوخجي نيقاش دا دوخجي نب ميور واخيخ تو عديش نبي إشواتش اشتاتير حقيتي دا دوخش تغيخ دا حجي حكوك عشقيتش حسوم دوالج. Позже старшину Албакова направляют в 799-й батальон аэродромного обслуживания, действующего в составе Волховского фронта. А в 1943 году Магомеда отправляют в Московское военное инженерное училище на курсы повышения квалификации. Там он проучился до 1944 года, до своего увольнения и начала депортации. Его направляют на свалку леса в Зауралье. После нашей высылки, по ходатайству отца, то есть моего дедушки, в 1946 году он возвращается домой. Уже после войны Магомед Албаков был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, а его награды, полученные им на полях сражений, были потеряны, и восстановить их до сих пор не удалось. Ветеран ушел из жизни 16 лет назад, но у него осталась большая семья, 11 детей, 50 внуков и столько же правнуков. Но самое главное, он оставил о себе память, как о герое войны и достойном сыне своего отечества. Хади Добриева, Тимур Кархоев, Новости 24. Вчера миллионы зрителей по всей планете наблюдали зрелищный бой между бойцами ММА и россиянином Абукаром Яндиевым и Энтони Христодолу, файтером из Греции. Этот яркий поединок состоялся накануне в Санкт-Петербурге в рамках турнира М1 Челлендж. В числе зрителей Гран-при был и Юнусбек Евкуров. С красочной и о красочной победе нашего земляка расскажет Салим Хамхоев. Слухи о том, что один из лучших бойцов Ингушетии и России Абукар Яндиев проведет свой поединок против Энтони Христодола, разлетелись быстро. Буквально на следующий день руководство М1 Челлендж подтвердило участие Абукара в основном карде. Свой очередной поединок наш боец провел против одного из лучших греческих бойцов, за плечами у которого 6 лет опыта в ММА. 18 выступлений, 12 из которых спортсмен завершил победой.
Проведя всего лишь один бой в Лиге М1, Абукар уже успел завоевать пояс в другой организации. Перед предстоящим поединком Абукар провел сборы в Карачаево-Черкесии, подтягивая ударную технику. Так что все ожидали зрелищный бой стойки. Под звуки патриотической песни Али Димаева «Моя Ингушетия» наш боец вышел на ринг. В числе самых преданных фанатов и поклонников смешанных единоборств на вечере и глава региона. Юнусбек Евкуров старается не пропускать ни одного турнира. И вот бойцы на ринге. В огромном заполненном до отказа зале тоже царит живейшая атмосфера. Как и ожидалось, Абукар со стойки пошел в нападение на Энтони, сразу же обрушив град ударов. Но бой быстро перешел в партер, где Энтони именно с этой позиции и выигрывал свои бои. Считанные секунды и ошибка. Энтони приносит победу Абукару в первом раунде. Первым с яркой победой Абукара поздравил Юнусбек Евкуров. Абукар, в свою очередь, поблагодарил главу региона за такую поддержку. Спасибо всем, кто пришел, болеет. Отдельное спасибо главе Республики Ингушетия Юнусбеку Евкурову. Вот Горевичу. Спасибо. Спасибо всем. Когда наш боец проведет свою следующую схватку, пока неизвестно. Но победа над бывшим бойцом UFC – серьезная заявка в мире ММА. Ну а следующий, уже юбилейный 5-й турнир по смешанным единоборствам пройдет в июле в горах Ингушетии. Салим Хамхоев, Новости 24. В Русском музыкально-драматическом театре готовится к сдаче спектакля «Лист ожидания» сценариста Александра Марданя. Сейчас идут репетиции. Минимум декораций, все внимание приковано только к игре актеров. Сюжет прост, но актуален и рассказывает о том, что может поколебать бытовую рутину и готовы ли к изменениям сами герои. Подробности у Тамерлана Хамхоева. Капающая в ведро вода на сцене Ингушского театра – это не свидетельство плохих условий работы наших актеров. В течение спектакля это ведро станет важной его частью. При поддержке Министерства культуры России проходит сдача спектакля «Лист ожидания» известного одесского драматурга Александра Марданя. В нашей республике подобного рода и направления спектаклей большая редкость, поэтому к подготовке актеры подходят с большой ответственностью. Я играю женщину, которая очень много переживаний, и как у всех нормальных женщин в жизни. Это то, к чему мы не привыкли. Как говорится, прятаться за классикой, как говорится, у нас в пьесе легче, нежели играть такую вот современную вещь. И тут фишка в том, что все актеры вот на протяжении всего спектакля находятся на сцене, и никто со сцены не уходит практически. Чтобы подготовка прошла безо всяких эксцессов и лично в этом убедиться, приехала заслуженная артистка России Елена Оленина. Она не сомневается, сегодняшний спектакль должен иметь большой успех у зрителей. Главная смысловая нагрузка сюжета кроется в названии спектакля. Пока герои все время чего-то ждут, проходит вся жизнь. В республике, в этом театре, это будет первый раз современная драматургия, не местного значения, не то, что когда-то здесь уже ставилось, там было написано кем-то здесь, а именно вот извне принесенное. Почему, видимо, появилась эта пьеса именно здесь, именно на этой земле, в Ингушетии, наверное, она будет очень близка зрителю, потому что здесь через современный язык, через одесского веселого драматурга говорится о том, что сейчас границы меняются, история переписывается. Обычная российская семья, в которой свои обыденные проблемы. Отец, мать и дочь живут в небольшой квартире многоквартирного дома. Временами ссорятся и мирятся с соседями, переживают за героев любимых сериалов. Привычная жизненная рутина меняется, когда в их дом стучится представитель фирмы, которая хочет снести дом, предлагая жильцам договор, переселиться в другой дом или взять деньги. Сюжет спектакля крутится вокруг этого момента. Один за другим все жильцы дома соглашаются, а главный герой тянет до последнего, желая выручить за квартиру как можно больше. Виталий Сергеевич, фирма «Атлантида». На протяжении всего спектакля зрители в зале переживают самые разные эмоции. И неудивительно, по соседству с острыми шутками здесь находится место и тяжелым семейным разборкам. Актерская игра в исполнении ингушских актеров никого не может оставить равнодушным. Минимум декораций и весь актерский состав на сцене. Этим спектакль тоже отличается от других. Сюжет одновременно и прост, и многогранен, и понять его лучше всего смогут взрослые. Правда, сегодня в зрительских креслах в основном коллеги, выступающих по актерскому мастерству, ведь премьера спектакля еще только должна состояться. Тамерлан Хамхоев, Соломбек Аздоев, Новости 24. Такой была пятница. Спасибо за внимание и берегите себя.